Здравствуйте, уважаемые студенты, здравствуйте, уважаемые телезрители. Тема нашей сегодняшней лекции «Место Абхазии в системе международных отношений 1918 года». Тема, я думаю, очень актуальная, очень интересная в связи с происходящими сегодня событиями. Постараемся раскрыть ее в рамках этой небольшой лекции. Но прежде чем перейти непосредственно к теме, нам необходимо сделать небольшой экскурс в историю для того, чтобы понять, как эти вообще международные отношения формировались. Начинается все с 1917 года. Как вы знаете, это очень сложный период в истории России и, соответственно, всех народов, которые населяли территорию бывшей Российской империи. В феврале 1917 года свершилось очень важное событие для России, и не только для нее. Произошла буржуазная революция, которая, естественно, докатилась и до Кавказа. И нужно сказать, что народы Кавказа были не готовы к ней, то есть они ее не ожидали, как для многих частей окраин России, несмотря на то, что элиты и были общественно-политические деятели, которые участвовали в политических событиях, они просто этого не ожидали. Но, несмотря на это, весть об этом событии по обе стороны Кавказа была воспринята с одинаковым воодушевлением, потому что люди ждали перемен, и эти перемены должны были наступить, но все ждали разных перемен. Эти изменения наступают спустя 9 месяцев, совершается новая революция, уже Октябрьская революция 1917 года, и именно это событие расколола общественно-политическую элиту, если их можно так назвать, на два противоборствующих лагеря и поставила их в крайне сложную ситуацию, когда они остались один на один со своими как внутренними, так и внешними проблемами. Ситуация усугублялась продолжавшейся Первой мировой войной, и, конечно, очень сложно было в этой ситуации, не имея точки опоры, не зная, с кем объединяться, как идти, продолжать ли войну или же противостоять этой войне, найти выход из сложившейся ситуации. И вот сегодня как раз-таки речь пойдет о трех судьбоносных конференциях, которые произошли в этот период, в 1917-1918 годах. Это Брест-Литовский мирный договор или Брест-Литовский мирный процесс, Трапезунская мирная конференция и Батумская мирная конференция. Казалось бы, событие, которое немножечко, можно сказать, далеко от, собственно, кавказских политических элит, Брест-Литовский мирный процесс явился ключевым моментом в участии представителей Кавказа в международном переговорном процессе, в международных отношениях 1918 года. И вот мне хотелось бы более подробно сегодня остановиться именно на этом, а в частности на месте Абхазии в системе международных отношений этого периода, потому что для нас это, конечно, очень важно, и в литературе есть полярное мнение по поводу того, что представляла собой Абхазия на тот момент, какой статус она приобрела в результате этого и какова доля участия Абхазии в этом переговорном процессе. Как известно, именно после февральской революции в Абхазии был создан новый орган власти. Это Абхазский народный совет, который определял политику нашего государства на тот момент и взял в свои руки всю полноту власти. Однако очень скоро в результате
сложившейся сложной обстановки внутриполитической из-за противоречий между разными политическими группами, Абхазскому народному совету стало сложно вести самостоятельную политику. Это было связано с революционными событиями 1918 года. Я думаю, вы знаете, что большевики в Абхазии предприняли 2 попытки установления советской власти в феврале на неделю, потом в апреле-мае. И в этой связи наш легитимный орган власти оказался в крайне сложной ситуации. Когда мы об этом говорим, нужно не забывать о том, что в такой нелегкой ситуации оказались не только абхазские политические элиты, но в целом все элиты Кавказа. И на тот момент представители всех народов думали лишь об одном. Ни о какой независимости речи не шло. Они думали лишь о том, какое место они займут в новой переустроенной России. То есть они надеялись, что в результате революции Россия, которая перестала быть империей, станет равноправной федерацией. Каждое из этих государств сможет найти свое место в этом новом справедливом мире. И желание быть частью этого государства определялось не только идеями демократии, которые они, конечно, чем они руководствовались, но они еще и прекрасно осознавали всю сложность международных отношений и что самостоятельно, в принципе, обезопасить себя, защитить себя они, конечно, будут не в состоянии. Поэтому каждый из этих объединений, они искали союзов. И эти союзы создавались, во-первых, чтобы защитить себя от претензий извне, а это со стороны Германии, со стороны Османской империи. Ну и второе, всех их объединяло одно. Они не желали распространения большевизма и были против большевиков. Поэтому они вот именно ищут такие союзы. Как известно, Абхазский народный совет, когда он был создан, он выбрал союз с объединенным правительством, горским правительством Северного Кавказа. И, в принципе, это выбор был достаточно осознанный, но произошло так, что очень скоро на территории Северного Кавказа, на части этой территории установилась советская власть, и северокавказское правительство, то есть Терско-Дагестанское, оно уже не могло распространять всю полноту власти на территорию Абхазии, о чем информировало, естественно, и представители Абхазского народного совета, и Грузинский национальный совет, что стало стимулом для того, чтобы Абхазский народный совет искал нового союза, и в результате этого было заключено соглашение межправительственное, хочу подчеркнуть, между Абхазским народным советом и Национальным советом Грузии от 9 февраля, всем известное, суть которого заключалась в том, что и Грузинский национальный совет, и Абхазский народный совет договариваются о взаимопомощи в случае какой-либо угрозы. В данном случае в качестве угрозы они, конечно, в первую очередь угрозу они видели со стороны большевиков. И эта помощь очень скоро Абхазскому народному совету понадобилась. На основании именно этого межправительственного соглашения сюда отправляются войска Красной гвардии под руководством Джугеля, который помогает Абхазскому народному совету бороться с большевиками. Вот такова была ситуация на территории, собственно, Абхазии, когда Абхазский народный совет, в принципе, потерял, можно сказать, власть, потому что власть находилась в руках большевиков, когда вокруг Кавказа происходили очень важные международные события. Всем известно, что советская Россия решила прекратить боевые действия и выйти из Первой мировой войны. Поэтому Советы инициировали подписание Брест-Литовского мирного договора. И в Брест-Литовском договоре, согласно 4 пункту, он касался Закавказья, Карская, Ардаганская, Батумская область, они отторгались от Закавказья. Что касается, собственно, народов Кавказа, конечно, у них никто об этом не спрашивал, но национально-политические элиты Кавказа, конечно, были против этого. Однако они не участвовали в этом процессе, хотя нужно сказать, что на конференцию, конечно же, приглашали.
Отказ Закавказского Сейма, именно вот такой орган был вскоре создан после февральской революции, он должен был представлять собой Закавказское учредительное собрание, от участия в Брест-Литовском процессе был связан с тем, что они опасались того, что может произойти в результате участия. Там они не были абсолютно готовы к этому переговорному процессу, и они очень надеялись на то, что власть большевиков не удержится, придут к власти другие силы, и тогда необходимости участия в этом они не видели. Но вслед за этим русские войска стали оставлять Кавказ и уходить. И, в принципе, турецкая армия стала очень активно продвигаться по территории Закавказья. Следующее предложение о мире, о заключении мира, о переговорах Закавказский Сейм, конечно же, принимает. И это мирное соглашение должно было быть подписано в Трапезунде. Закавказский Сейм собирался несколько раз для того, чтобы выработать условия мирного договора с Османской Турцией. И я не могу приводить всех фактов, это займет очень много времени, однако члены Сейма, вот из документов видно, не осознавали всю опасность ситуации, в которой они находятся. Поэтому, отправляясь в Трапезунд, они думали, что они будут разговаривать с представителями Османской Турции с позиции победителей, а не побежденных. И они выработали следующие условия, что мир должен быть окончательным, что мирный договор должен подписываться Закавказским Сеймом, а также они требовали территории, которые были отвоеваны Турцией в ходе этой войны, и также автономию для турецкой Армении. То есть автономный статус для турецкой Армении. И именно вот с таким пакетом, с уверенностью, огромная делегация отправляется в Трапезунд. Они приехали туда 23 февраля, уже потеряли всякую надежду, что с ними кто-то вообще будет разговаривать, и только через неделю с ними 1 марта была организована первая встреча. И здесь бы я хотела остановиться на личности, который возглавлял османскую делегацию. Это Рауфбей Ашхаруа, видный представитель военно-политической элиты Турции на тот момент. Он главнокомандующий был турецким флотом, адмиралом флота. И впоследствии сделал замечательную карьеру уже после революции Кемаля Ататюрка. Но он Ашхаруа, то есть он абхаз по происхождению. И все ученые, которые изучают этот вопрос, они считают, что именно успешность этого переговорного процесса, она зависела именно от него, потому что он действительно виртуозно провел эти переговоры. Также хотелось бы подчеркнуть, что начало переговорного процесса проходило параллельно с Брест-Литовским мирным договором. Рауфбей Ашхаруа выжидал, и то, что произошло в Брест-Литовске, заставило его подумать, что то же самое, что произошло там, можно, в принципе, сделать и на трапезундских мирных переговорах, только уже с Закавказьем. Дело в том, что в Брест-Литовске советская делегация, это случилось, как пишут все исследователи, абсолютно случайно. Украинская Рада была представлена как отдельная сторона в переговорном процессе, что дало ей возможность выступать в качестве отдельного государства. И, соответственно, они могли выпасть из Брест-Литовского переговорного процесса, не подпадать под этот договор, и тогда Германия, которая имела виды на эту территорию, могла спокойно действовать на территории Украины. И Рауфбей решил то же самое произвести из Закавказья. В результате долгих переговоров каждое новое заседание ставило закавказскую делегацию
делегацию в очень неловкую ситуацию, когда они сталкивались каждый раз с сюрпризами, понимали, что с ними, как с делегацией, никто не считается. И если они приехали с определенным, с уверенностью в том, что они будут оспаривать территории Карса, Ардагана и Батума, и открыто заявили о том, что они не признают Брест-Литовский мирный договор, Рауф Бей объяснил, что они в принципе не являются государством, они, согласно международному праву, являются частью Российской империи, бывшей Российской империи, поскольку они не провозгласили независимость. Если они ее провозгласят, только в этом случае с ними можно будет о чем-то договариваться. Акакич Хинкеле, который возглавлял делегацию Закавказья, обратился в Сейм, но, видно, с Тифлиса как бы ситуация выглядела иначе. Они отозвали делегацию, сказали, что дальше переговоры вести не будут. Перед уездом Акакич Хинкеле спросил у Рауфбея, может ли Закавказье надеяться на дальнейшую встречу и продолжение переговоров, на что тот в свойственной ему манере очень любезно сказал, что он почтет за честь встретиться с ним еще раз. Акакич Хинкеле это воспринял как хороший знак, что они смогут дальше переговариваться, но у Рауфбея были другие планы. Когда делегация вернулась, турецкая армия очень быстро стала продвигаться вглубь Закавказья, занимая территорию за территорией, это Ахалцихский, Ахалкалакский, Барчалинский уезды и так далее. Оставалось совсем чуть-чуть до Тифлиса, и закавказцы воевали самостоятельно. После того, как уже русские войска вышли с территории Кавказа, им пришлось все-таки запросить мира. Более того, они объявляют о независимости 22 апреля. Они официально объявили о том, что Закавказье становится Закавказской Федеративной Республикой. Они объявляют независимость и готовы продолжить переговоры с турецкой стороной. И в этой ситуации турецкая сторона, соответственно, ответила, что переговорный процесс может начаться, но произошло это 28 апреля. Махмед Вехип Паша с телеграммой обращается к закавказскому правительству, где поздравляет их с тем, что они объявили независимость. И в этой же телеграмме, попрошу обратить ваше внимание, он пишет о том, что горцы, Северный Кавказ уже объявил о своей независимости и будет участвовать в этих же переговорах совместно с закавказской делегацией. Так была подготовлена следующая конференция, которая имеет для нас очень важное значение, потому что независимость Абхазии, да, провозглашение независимости мы связываем именно с Батумской мирной конференцией с 11 мая 1918 года. Но 27 апреля, то есть за день до уже телеграммы Вехип Паши, между Османской Турцией и Германией в Константинополе было подписано секретное соглашение. Это произошло из-за того, что турки продвигались слишком активно, и это никак не входило в планы Германии. Генерал Люндендорф об этом пишет, что Турция не оправдала их ожиданий. Задачей Турции было обеспечить доступ Германии к главным сырьевым базам, а также охрану железной дороги. Из сырьевых баз можно назвать Чатурский марганец и бакинскую нефть, но они зашли слишком далеко, это их не устраивало. И вот этот договор о разделе сфер влияния разделил Кавказ следующим образом. То есть территория нынешней Армении, также территория Северного Кавказа и, скорее всего, Абхазия, скажу почему я так оговорилась, она должна была быть то есть отдана под, скажем так, военно-политический протекторат Турции. А вся остальная территория Германии, то есть территория Грузии, и Азербайджан, соответственно, тоже Турция. Что касается Баку, здесь три государства, и Советская Россия, и Германия, и Турция имели интересы, и эту территорию уступать никто не хотел, поэтому там был некий статус-кво, у кого, как говорится, получится. Но доступ к сырьевым базам должны были иметь все три государства.
На мой взгляд, на вот этих переговорах 27 апреля, которые состоялись в Константинополе, присутствовал представитель Северного Кавказа, известный политический деятель Гайдар Баймат, который возглавлял северокавказскую делегацию на батумских мирных переговорах. Он был в Константинополе и, естественно, знал, о чем договаривались стороны. Более того, он отправился в Тифлис, где предварительно еще перед Трапезунской конференцией имел переговоры с закавказской делегацией и предлагал союз, то есть объединение двух половин Кавказа, Северного Кавказа и, соответственно, Юго-Западного Кавказа. И когда кавказская делегация от Закавказья была приглашена в Батум, представители Северного Кавказа уже там находились. Мы знаем, что первое официальное заседание Батумской мирной конференции состоялось 11 мая 1918 года, но на самом деле сама конференция начинается уже 9 мая. И вот 9 мая представители Северного Кавказа там были, и когда Акаки Чхинкели, который опять-таки возглавлял делегацию, закавказскую делегацию на батумских мирных переговорах, увидели делегацию Северного Кавказа, они были крайне недовольны, они очень опасались сложившейся ситуации, они не хотели увязывать свои переговоры, свой переговорный процесс с Северным Кавказом, потому что боялись того, что у них не получится и как на это отреагирует Советская Россия. И когда на этой первой встрече, которая состоялась между представителями Закавказья и Северного Кавказа, у Гайдара Баймата спросили о том, объявлял ли Северный Кавказ независимость, он ответил: нет, произошла ошибка в телеграмме, никакой независимости мы не объявляли. Однако документы о провозглашении независимости Северного Кавказа датируются в сборнике 4 мая и 8 мая. То есть это было еще до начала, эта делегация была подготовлена. Первый документ 4 мая был отправлен барону Челаки, поверенному в делах Австро-Венгрии, и 8 мая это Германии. И причем ни Германия, ни Австро-Венгрия на тот момент не противились этому. Поэтому независимость Горской республики была объявлена в первый же день конференции, без всякого сопротивления со всех сторон. 11 мая Горская республика провозглашает свою независимость. Но в этот же день произошло еще одно очень важное событие, которое определило дальнейший ход батумского переговорного процесса. Дело в том, что именно 11 мая немецкие войска высадились на Тамане, в Крыму, и имели возможность дальнейшего продвижения вдоль Черноморского побережья. И здесь уже территория Абхазии для Германии стала иметь очень важное значение, потому что замкнуть этот круг, минуя Абхазию, было практически невозможно. А так как до этого по предварительным соглашениям с Турцией территория Абхазии, как и территория Северного Кавказа, должны были отходить Турции, то, конечно, нужно было это делать так, чтобы турецкая сторона не противилась. Кроме того, ни Германия, ни Османская Турция не могли действовать в обход Советской России. В этой ситуации, видя крайне сложную обстановку и то, что турецкая сторона все рычаги в переговорном процессе в Батуми взяла в собственные руки, немцы обращаются к Советской России и приглашают их на батумские переговоры. Советская делегация на батумские переговоры не явилась, но Ленин отправляет телеграмму немцам, в которой пишет о том, что ни в коем случае ни немцы, ни турки не имеют права трогать территорию Абхазии, что на территории Сухумского округа скоро установится советская власть, и она в принципе установилась советская власть, и что действия немецкой стороны и турецкой стороны противоречат Брест-Литовскому мирному переговору. Таким образом, и Германии, и Турции необходимы были условия, при которых
не они бы нарушали условия Брест-Литовского договора, а местные элиты сами себя провозгласили бы независимыми. Под нажимом турецкой стороны грузинам пришлось объявлять независимость. В этом им помогали немцы, потому что им было очень выгодно теперь иметь и территорию Грузии в том числе. Процесс переговорный шел тайно. Азербайджанцы, естественно, были на стороне турок. В крайне сложной ситуации оказалась армянская делегация, которая, конечно, противилась объявлению независимости. И буквально за 72 часа оставалось до завершения ультиматума, Закавказский Сейм принимает постановление о независимости, и Грузия объявляет независимость, как вы знаете, 26 мая 1918 года. И таким образом активно включается, вот, можно сказать, как часть, да, как субъект права, как отдельное государство вот в этот международный процесс. Но без поддержки Германии Грузия, конечно, действовать не могла. Когда Грузия объявляла независимость, она должна была очертить свои границы. Это тоже общеизвестный факт, что Грузия объявляет независимость, не как бы очерчивая своих границ, потому что Грузия не могла очертить границы свои и включить в свою территорию Абхазии, потому что ни в коем случае Турция бы на это не согласилась. Акакич Хинкель об этом писал, но и Жордания в письме. Он пишет: мы не можем очерчивать эти границы, здесь нет спора о Сухумском округе. Если мы включим Сухумский округ в состав Грузии, очертив границы, то это не признает турецкая сторона. А если мы очертим границы, минуя Сухумский округ, тогда мы вообще потеряем право на эту территорию, и, соответственно, они просто это упустили. Но Акакич Хинкель думал, что он таким образом обхитрил турецкую сторону, но турецкая сторона делает это тоже намеренно, потому что включение Абхазии как части Грузии этому противостояла бы советская Россия, потому что это противоречило Брест-Литовскому миру, и на территории Абхазии большевики еще не ушли. Как известно, 17-18 мая Сухум был освобожден, но это еще не вся территория Абхазии. Поэтому турецкая сторона решила впоследствии действовать руками лояльных к Турции абхазов и, естественно, с упором на абхазских махаджиров. Немцы решили действовать руками грузин для того, чтобы показать, что это не они. Но, в принципе, произошло то, что произошло. 3 республики закавказские объявили независимость. И что касается Горской республики, вот здесь есть некоторая оговорка, потому что в заключительном акте 11 мая 1918 года, где было сказано о независимости Горской республики, Горская республика тоже объявила независимость, не включив в свою территорию Абхазию, где было сказано, была такая сделана оговорка, что эта территория, судьба этой территории будет решаться в дальнейшем после переговоров с закавказской делегацией. Поскольку это было сделано до объявления независимости, в дальнейшем, возможно, была бы действительно федерация, поэтому как бы представители Горской республики решили так поступить. Вот в ноте, которую они отправили советскому правительству, они тоже не включили Абхазию в эту ноту, потому что боялись, что Советская Россия будет против. А вот в ноте, которую они отправили Германии и Австро-Венгрии, Абхазия была включена в состав Горской республики. Но для нас является главным итоговый документ. Вот в итоговом документе нас нет. Так что же получается, что все объявили независимость, какова судьба Абхазии? В Батум отправилось 2 делегации, и, на мой взгляд, ни одна из делегаций так и не попала на официальный переговорный процесс.
Это займет очень много времени, говорить, кто какой линии придерживался в этой связи. Важно то, что батумские переговоры закончились тем, что Абхазия должна была определить свой статус уже у себя и самостоятельно, иначе она оставалась бы частью Советской России. Поэтому по окончании Батумской конференции 2 июня на заседании Абхазского народного совета Абхазский народный совет принимает постановление о независимости, в котором говорится, что 2 июня 1918 года Абхазский народный совет постановил, что Абхазия является независимой республикой, и она объявляет свою независимость как от Советской России, так, соответственно, и от Закавказской Федерации. Таким образом, мы можем говорить, что независимость Абхазии была провозглашена 2 июня 1918 года. На мой взгляд, этот акт, поскольку это внутренний акт волеизъявления абхазского народа и полномочного органа власти, является более важным. Хочу обратить ваше внимание, что без подобного рода внутренних актов ни на одной международной конференции, даже под нажимом, ни одно из государств не могло бы признать независимости какого-либо из перечисленных государств. Поэтому этот внутренний акт был очень важен. Ни Германия, ни Османская Турция, ни Советская Россия без местных элит решить судьбу государства, даже учитывая тот факт, что они были гораздо сильнее, лучше вооружены, они все-таки сделать не могли. Поэтому акт 2 июня я считаю очень важным документом в истории новейшей Абхазии. Вот это коротко то, о чем я вам хотела сегодня сказать. Наверное, получилось, может быть, несколько сумбурно. Я думаю, у вас возникли вопросы. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Как отреагировали другие государства, а именно страны Антанты, на появление Закавказской Демократической Федеративной Республики как политического образования, и какова была перспектива существования данного образования? Спасибо. Спасибо, вопрос действительно очень интересный. Поскольку война еще шла, но страны Антанты шли очень уверенно к тому, чтобы завершить победно эту войну. Что касается судьбы Кавказа, то и вообще мира в целом. Все тогда ждали, что закончится война и будет общая мирная конференция, в данном случае Парижская мирная конференция, на которой будет определяться судьба мира. А на самом деле время очень интересное и романтичное. Да, представители даже очень крупных государств тогда верили в то, что действительно мир переустроится и будет очень справедливым. И когда уже после окончания войны немцев здесь сменили британцы, им крайне сложно было разобраться в перипетиях взаимоотношений кавказских народов, им, конечно, было бы гораздо удобнее работать с объединенным государством, чем иметь несколько разных небольших государств, которые внутри имели территориальные споры. И все это потом проявится, конечно же, в дальнейшем и во время Парижской конференции также. Спасибо большое за внимание, ребята. Спасибо за вопрос, Георгий. На этом я закончу сегодняшнюю небольшую лекцию. Надеюсь, что вам было интересно.